В нем соединились страстная любовь к фольклору и потребность рисовать. Все это позволило воплотить юношескую мечту. «Мир наших предков». Под таким названием Владимир Голошев создал два варианта анимационного фильма на русском и чувашском языках. С мультипликатором встретилась наша съемочная группа. В самом верхнем слое верхнего мира находился верховный бог Аслади, правильно? Аслади, Ломка, да, Аслади. Герои фильма – древние божества и духи чувашей. Нынешние дети о них почти ничего не знают. И даже их бабушки уже начинают подзабывать. В фильме Владимира Голошева воскресают и Пихамбар, и Аржури, десятки других мифических существ. Озвучить текст автор попросил актера-профессионала Алексея Болдырева. Но сначала вместе разобрались во всех перипетиях сюжетов. Текст, я должен сказать, он вдохновил меня, знаете, своей такой вот, как бы это на актерском языке, повествовательностью, которая, в общем-то, приподнимает над суетой. Вот. Он хранит в себе определенную какую-то первозданность, в этом есть свое целомудрие. Впрочем, фильм соткан из множества звуков. Звенят мечи, кряхтят колдуны, плачет малыш. Герои иногда пускают слезу, подмигивают, улыбаются. До создания настоящего анимационного фильма мне далеко, улыбается автор, но все еще впереди. Русский вариант очень долго создавал, где-то год с лишним. Потому что я учился и обрабатывать рисунки тоже еще хорошо не умел. В процессе вот учился, работал, монтаж еще не умел делать. Создать кино Голошев мечтал со студенческих лет. По его мнению, так полно и доступно раскрыть те образы, которые прописались в его голове, можно только в этом жанре. Владимир любил рисовать и всегда делал иллюстрации к прочитанному. Некоторые рисунки, использованные в фильме, 1988 года. Ну, наверное, я не повзрослел. В детстве остался. Помню, мама рассказывала сказки. Все время просили рассказывать сказки. Потом книги читал, сказки люблю. Семья не против, что по вечерам папа уединяется с богами. Более того, дочь активно помогала обрабатывать рисунки в компьютере. Однажды ей даже пришлось изображать рыдающую девушку. Имя Ани попало и в титры. Но мамы уж включать не стали, а то слишком много Голошева будет. Свое творение Владимир уже показывал в родной деревне в Яльчикском районе, презентовал в Национальном музее. Одинаково хорошо его принимали и взрослые, и дети. Самому автору больше нравится чувашский вариант. Он создавался после русского уже более опытной рукой. Сейчас в Министерстве образования рассматривают вопрос о включении фильма в школьную программу. Художник планирует дальше совершенствоваться в анимационном жанре. Уже почти готов еще один сценарий. Люди перестали поклоняться языческим богам, и они утратили свою силу и мощь, говорит мультипликатор. Пусть в моих работах живут вечно. Ольга Ласкус, Виктор Степанов, Вести, Чувашия.